Презентация ежегодника – это и отчет о проделанной работе, и демонстрация результата деятельности большой команды. За год лаборатория провела 8 уникальных исследований, охвативших темы от отношений к национальным реликвиям до экономических ожиданий. Ученые подчеркивают, проект состоялся благодаря политической воле руководства обеих стран. Абхазский государственный университет включился в процесс освоения совершенно новых методик исследований в социологии. Для нас это, конечно же, большое знание, освоение новых горизонтов. Мне очень понравилось то, с чего мы начали. С исторических мест, с мест памяти, с мест национальной гордости абхазов. Мы исследовали отношения абхазов к своим реликвиям своей территории. Мы готовы результаты исследований и дальше распространять с тем, чтобы развивался туризм, развивалось паломничество к этим местам. И я знаю, насколько внимательно и с большим интересом относятся к результатам и первого, и последующих исследований не только в Абхазии, но и в России. Это переход так называемой традиционной социологии к цифровой. Он немножко сложный, этот переход для нас, наверное. Может, в России легче. Но вот эти моменты учитываются, когда ведется опрос. Но вопросы техники – это не основное. Одной из главных проблем стал цифровой разрыв и кадровый голод. На профильной кафедре АГУ исторически преобладали политологи, в то время как современная социология требует математических знаний и навыков, работы с новыми технологиями. В основном мы здесь сидим политологи, а социологи по таким базовым образованиям, как раз их надо привлекать. Работа в полях выявила еще одну специфическую трудность – психологический барьер. Опыт выездов в села показал, историческая память и последствия войны заставляют людей быть крайне осторожными. Исследователи называют это генетической тягой к секретности. У нас маленькое общество, но оно всегда критично. У нас генетически какая-то опасность. Они могут по секрету что-то доложить, но не все выложить, кто ведет опрос и так далее. В маленьком обществе свои красоты и свои проблемы, можно сказать. Чтобы преодолеть это недоверие, анкеты составляют с учетом абхазской специфики. Ученые подчеркивают, профессиональная социология – это антидот против анонимных вбросов в соцсетях. В отличие от интернета, где опросы часто носят формирующий характер и проводятся ради манипуляции, академическая лаборатория делает ставку на предельную прозрачность. Если социальная инженерия, политические технологии и другие формы взаимодействия с обществом реализуются, то они реализуются в рамках интересов конкретного субъекта. Политика, политической партии, какой-то там группы интересов, финансово-промышленной группы. А социальная архитектура, она реализуется в интересах всего общества. Поэтому наша задача, вот все, что делается в том числе и по социологии, сделать социально ориентированным и общественно полезным. Потому что все эти исследования, которые здесь были сделаны, они сделаны на благо развития Абхазии, поэтому они находятся в открытом доступе, поэтому сделано это издание, чтобы и чиновники могли ознакомиться, и представители сферы образования, представители других сфер. Это работа, которая нужна для осмысления нашей совместной деятельности по построению того самого ожидаемого, желаемого будущего. Ответ на вопрос о том, где искать достоверные данные, уже готов. Лаборатория запускает официальный сайт. Это станет единственной площадкой, где будут публиковаться не только результаты, но и детальная методология исследований, чтобы исключить любые попытки приписать университету чужие выводы. В ближайшее время у лаборатории социсследований АГУ-МГУ появится официальный сайт в интернете. И на этом сайте также будут регулярно размещаться как наши новости, ну вот, допустим, сегодня встречу провели, написали, что такая встреча состоялась, так и будут размещаться исследования и в сокращенном виде, и в полноформатном, полноценном отчете, чтобы опять-таки все заинтересованные лица могли зайти на официальный сайт и скачать информацию. Потому что все, что мы делаем, оно будет появляться там, а все, чего мы не делаем, может появляться где угодно.
Потому что то, что делается какими-то людьми в интернете, мы не можем этому воспрепятствовать. Мы знаем, что это делаем не мы, это делает не Московский университет и тем более не Абхазский. Но это кем-то делается, потому что мы живем в открытом обществе. Конечная цель этих усилий – сделать так, чтобы голос населения был услышан властью. Социология здесь выступает как командная работа управленцев, политологов и даже математиков. Только так можно создать реальную социальную архитектуру будущего. Социология, она важна, конечно, для науки, для достижения понимания каких-то более таких макропроцессов, происходящих в стране, и рассматривать страну в рамках общемировых тенденций, но также она имеет и чисто такое прикладное утилитарное значение, а именно служить инструментом для проработки, принятия, реализации управленческих решений. То есть социология, в конечном счете, это тоже инструмент социальной архитектуры, инструмент социального проектирования. Проект продолжается. Девизом лаборатории стала формула Московского университета «Познавать, предвидеть, действовать». Первый ежегодник уже передан профильным ведомствам как база для принятия государственных решений. Сейчас наша задача в том, что эти исследования проводили как можно чаще, и чтобы люди и власти привыкали к тому, что есть реальный материал о жизни общества, который надо использовать, принимать к сведению населению и использовать в работе тем, кто реально занимается управлением, администрированием, то есть теми чиновниками, теми депутатами, теми управленцами, которые, в общем-то, должны заботиться о том, чтобы жизнь в Абхазии становилась все лучше и лучше. Ученые уверены, регулярные замеры общественного мнения помогут республике не только лучше понять себя, но и выстроить более эффективную стратегию развития в интересах российско-абхазских отношений. Марьяна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.